Приехав на место, спортсмены сразу же взялись за дело. Перед началом работы, как и на хоккейных матчах, так сказать, тактическая установка от руководства клуба. У каждого игрока своя позиция на площадке. Только вместо клюшек сегодня лопаты, ломы и пилы. Работа слаженная, точь-в-точь, как на ледовой арене. По словам одного из новичков клуба, голкипера Дениса Гутаренко, добрые дела в свободное от тренировок время только в радость. Ведь и сами игроки строителя не так уж давно были детьми. Я знаю, что 68 дел у нас осталось, и постараемся их сделать. Еще раз говорю, что это для нас несложно, между тренировками мы с удовольствием помогаем детям. Надеемся, что они будут приходить, но если не они будут приходить, то их родители болеть за нас зимой. Президент строителя Константин Агафонов рассказал, что клубный проект был поддержан администрацией Сыктывкара и лично мэром Валерием Козловым. Место, где было сделано еще одно из планируемых 7 десятков благородных дел, символично. Однозначно у нас даже сходится название «Строитель Сыктывкар», и микрорайон город Сыктывкар. И в связи с этим мы сейчас находимся в 43-м садике, где мы по собственной инициативе оказываем облагоустройство территории, закапывание столбов, также носим и землю, и, соответственно, мы еще разносим песок. То есть те работы, которые необходимы для того, чтобы наши детки чувствовали себя комфортно в детском садике. Строитель готов безвозмездно помогать не только детским садам, но и школам, а также другим социально значимым учреждениям. Всем, кто в этом будет нуждаться. И 70 добрыми делами спортсмены вряд ли ограничатся. Сергей Туркин, Антон Ворожищев, телеканал Юрган, Сыктывкар.